Добрый день. Сегодня в эфире программа «Акцент». И в гостях у нас Леонид Анатольевич Шибаев, генеральный директор регионального оператора фонда капитального ремонта. И сегодня мы обсудим деятельность фонда капитального ремонта в Якутии. Леонид Анатольевич Шибаев, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха-Якутия», временно исполняющий обязанности руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», специальность по образованию зооинженер, организатор сельхозпроизводства, государственное и муниципальное управление, квалификация менеджер. Добрый день, Леонид Анатольевич. С какого периода действует фонд капитального ремонта на территории Якутии и что входит в перечень работ по капитальному ремонту? Фонд образован 17 октября 2013 года, но довольно длительное время формировалась нормативно-правовая база, которая состоит из закона Республики Саха, значит, постановлений правительства, регламентирующих работу фонда, приказов Министерства жилищно-коммунального хозяйства. И на сегодняшний день можно сказать, что региональный оператор, значит, в принципе, отрегулирован почти по всем нормативно-правовым вопросам. В капитальный ремонт входит у нас в Республике Саха-Якутия в основном, если крупно сказать, это 4 момента и пункта. То есть это в наших многоквартирных домах крыши, это фундаменты, это фасады, это внутренние инженерные сети. Если рассмотреть более подробно, то мы понимаем, допустим, что крыша у нас может быть, это мягкая кровля на многоэтажном каменном доме, которая, допустим, в случае ремонта подлежит полному снятию и полной замене на современные материалы с соответствующими обжимами, соответствующими отливами, соответствующим покрытием вентиляционных шахт с оборудованием выходов на крышу. Вот в таком случае это будет проведен ремонт крыши. Если это деревянный дом, тогда, соответственно, замена, допустим, если это шифер, на металлочерепицу с соответствующим частичным заменой стропил и обрешетки, которая там прилагается. Если это мы говорим о фундаменте, то здесь тоже будет определенная разница в видах работы. Если это панельные дома, соответственно, это будет, значит, ремонт швов, это будет их там зачистка, прокладка резинового шнура и герметизация. Если это другого вида дома, то это будет, значит, утеплитель, это будет сайдинг, это будет несколько другой вид работы. Если мы говорим о фундаментах, тоже. Если это дома деревянные, соответственно, там будет, значит, производиться замена нижних венцов, это может быть, значит, работа с отдельными сваями, замена общих там полов в коридоре. Если это каменные дома, то это тоже в соответствии с оценкой будет или обвязки свай, или это будет ремонт, значит, цокольных перекрытий, или это будет, если в свайном поле это будет, допустим, там и цементные работы, целый ряд и перечень работ, которые это делается. В том числе, если мы говорим о внутренних инженерных сетях, то это подлежит водоотведению, то есть канализация, это горячее, холодное водоснабжение, это отопление, но надо понимать, отопление без замены радиаторов, радиатор принадлежит собственнику, так же, как и унитаз в случае замены канализации, а также электрика, но это общая, которая проходит у нас по лестничным клеткам, и система газоснабжения в том числе. Вот это то, что входит в виды ремонта. Спасибо. Вот многим жителям республики интересно, сколько они платят. Вот, многие заметили, что в кассах они, конечно, оплачивают рублей по 150, по 200, да? Но в целом не знаю, сколько они платят за квадрат. Люди, которые платят, прекрасно понимают, за что они платят, потому что каждая квитанция отчетливо дает об этом понимание. Там написано квадратные метры, которые в соответствии с свидетельством о собственности, и написано стоимость за квадратный метр. В каменных домах это 3 рубля 50 копеек, в деревянных домах это 3 рубля. И что важно заметить, это самый низкий взнос по всей Российской Федерации. В среднем он находится где-то 5,76 рублей по России. У всех наших соседей в Дальневосточном федеральном округе превышает эти показатели 6 рублей, 6,70. Для сведения, Москва платит 15 рублей за квадратный метр, Подмосковье 10 рублей за квадратный метр. Это, наверное, интересно многим якутянам также, да? Куда уходят деньги, которые они платят за капитальный ремонт, и есть ли возможность следить за ними? Правильнее было бы сказать, не куда уходят, где скапливаются. Да, деньги скапливаются, тут тоже существуют варианты. Есть у нас 144 дома, которые открыли собственные счета. И у них собственный счет,
Часть из них находится у нас, мы ими являемся как бы бухгалтерами этих счетов, мы их ведем. А часть, большая часть, это есть где управляющая компания и другие виды определены в соответствии с законом, управляющие этим счетом, то понятно, что там все предельно очевидно, потому что один дом, один счет. Что касается других собственников, то получается, что накопления ведутся у нас. И мы тоже на нашем сайте можно посмотреть каждый дом и сколько накоплений на этом доме. У каждого есть лицевой счет, на сайте нельзя посмотреть, сколько, я не могу посмотреть, сколько вы оплачиваете и какая у вас задолженность, потому что это информация конфиденциальная. Но вы можете на основании своего лицевого счета, своей квитанции, приложив свидетельство о собственности, даже по электронной почте запросить, сколько у меня на сегодняшний день на моем лицевом счету находится средств. И мы по такому запросу вам ответим. Поэтому это не является тайной, и это не является каким-то непонятным механизмом. Нужно просто взять и уточнить, сколько денег на доме, сколько денег на личном счету. Если жильцы хотят, к примеру, открыть собственный счет, что им нужно сделать для этого? Вообще изначально сама вот идея, как, по крайней мере, обсуждалась на съезде по капремонту, она строилась на том, чтобы вот вызвать у собственников их собственную активность, чтобы они взяли на себя ответственность за свой дом, чтобы они открыли специальные счета и именно сами ими управляли и сами определяли, как у нас на спецсчетах, сколько они будут платить взносов за капитальный ремонт, за какой срок они сделают накопления, необходимые для ремонта тех или иных конструктивов в их доме. Но, к сожалению, за отсутствием такой культуры, может быть, у нас, ведь это абсолютно новое дело, вот фонд, он в данном случае является некоторой спасательной шлюпкой. Те, кто эти дома не открывают, тогда, соответственно, это открывается, государство берет на себя ответственность, получается, и обязанность содействовать в этом вопросе. Вот поэтому здесь нужно сказать, что было бы хорошо, чем больше будет увеличиваться количество людей, которые откроют собственный счет. Но те, кто по тем или иным причинам очень старые дома, мало квартир и домов, те останутся с региональным оператором. И то, и другое, в общем, будет вести главной задачей, чтобы дома не ветшали. Как мы понимаем, фонд работает уже второй год в республике. И можете ли вы сейчас подвести итоги, сколько домов отремонтировано за прошлый год? Значит, получается, что начав работу в 2014 году, фонд сделал объявление по 2014 году только в 2015. И было объявлено всего 49 домов. Из них 3 из-за недобросовестности подрядчиков пришлось расторгнуть. Вот. И на стадии до 1 сентября все было должно произойти. Сейчас на стадии выполненных работ получается порядка 30 у нас домов. И есть моменты, довольно сложные моменты по городу Якутскому, на Горького 92 и 98, где у нас ООО «Отрада» нарушает очень сильно сроки по работе. У нас есть в Жатае ООО «Кова», нарушающая сроки по работе. У нас есть Техносервис, который в Максоголохе нарушает сроки по работе. Есть вот такие проблемные места, но в основном с определенной задержкой по срокам этот объем выполняется. А задержка сроков возникла с тем, что законодатель ввел новые правила, что в 176-м законом федеральным теперь введено, что в приемке раньше участвовал подрядчик-заказчик, а теперь законодательно там в приемке принимает участие обязательно собственник, обязательно управляющая компания, обязательно муниципалитет. Это создает определенные, ненаработанная практика и создает определенные задержки при согласовании, которые длятся и неделю, и 2 могут, применительно к отдельному каждому объекту. Но, тем не менее, 2014 год, весь объем будет, я думаю, выполнен. То, что мы отменили в недобросовестных подрядчиках, мы уже сыграли в новых конкурсах. И надеемся в этом году тоже закончить. Что делать жильцам, если они хотят, чтобы их многоквартирный дом отремонтировали пораньше, чем это указано в адресном перечне? Главное, чтобы это желание подтвердилось действиями. То есть будет очень хорошо и правильно, даже если у них уже есть счет у нас, у регионального оператора, если они хотят ускорить процесс произвести ремонт у себя, тогда будет наиболее таким оптимальным путь создания все-таки собственного счета этому дому. То есть это проведется собрание собственников, они примут решение не менее чем 2/3, включая участие в квадратных метрах. Проведут это собрание, определятся, что они изменяют форму на специальный счет, уведомят нас, это произойдет по законодательству в течение 2 лет, произойдет перевод. То есть у них будет время на то, чтобы понять,
собственное решение, насколько оно и как будет, значит, работать. И, соответственно, уже тогда они смогут четко определить конструктивы. Нам нужна крыша. Или у нас плохой фундамент, нам нужен фундамент. Давайте увеличим там стоимость, сбор. Вот у нас некоторые спецсчетники по 4 рубля 8 копеек собирают. Определили это по смете, которая необходима им для проведения того или иного конструктива ремонтного. Поэтому это самый оптимальный вариант. Но если, значит, все-таки находится на котловом счете накопления, тогда процедура будет тоже не очень быстрой, и она будет зависеть уже от многих, не только от собственников, но она будет зависеть, там тоже примет участие и управляющая компания, там примет участие и обязательно администрация, чтобы в итоге межведомственная комиссия принимала решение вот в связи с износом конструктива, там по определенной процентовке производится все, чтобы, значит, ну вот обращаться там от межведомственной комиссии к нам, и мы будем согласовывать, в том числе при корректировке краткосрочного плана и с Министерством ЖКХ, чтобы произвести такие передвижки. Это процесс непростой, но это возможно. И с этим надо просто иметь волю, иметь действия и работать. Известно, что жильцы аварийных домов не оплачивают взносы в фонд капитального ремонта. Да? Что делать жильцам, если их дом признан аварийным после нескольких лет уплаты взносов? Это не проблема, она законодательно отрегулирована жилищным кодексом, значит, это будет строиться следующим образом. Там приведен целый ряд вариантов. Если кадастровый участок, в кадастре оформлен этот участок, да, то, соответственно, тот застройщик, который приходит, вот в частности у нас по дому, который аварийный на Ленина 27, да, насколько я понимаю, там оформлен кадастр. И застройщик, который придет, он будет иметь дело с тем, что собственник имеет долю собственности в этой земле. То есть это в данном случае довольно выгодное вложение получилось. Что касается тех, кто, это может быть тех, кто расселяют, то это будет все-таки идти в зачет, абсолютно четко оформлено по постановлению правительства, в зачет того, что как будет производиться снос их, того ветхого жилья. А также может быть возможен и возврат этих средств. Поэтому здесь законодатель предусмотрел моменты подобные. И есть вот другие, менее отрегулированные, когда задают вопросы, что дом в 2035 году ремонтируется, а мы к тому времени накопим уже больше, чем нужно, например, да? Тогда встает опять-таки вопрос, когда собственники находятся на спецсчете, они могут приостановить выплату взносов и тем самым определить, до какого периода, там, оставить только, что выплаты производят должники и так далее. В случае котлового счета вот этот момент не предусмотрен, и законодатель сейчас его решает, что действительно как быть, какой механизм будет применяться, приостановление это будет или может быть снижение ставки, ну, может это будет решено на уровне федерации, может быть оставят исполнительные власти регионов. Пока вот этот вопрос при котловом случае решения не имеет. Но предполагается оно. Может ли случиться что такое, что общая сумма взносов всех жильцов превышает, к примеру, стоимость капитального ремонта? Ну, только что ответил на этот вопрос. Вот набросал по себе пример. Допустим, у меня дом КПД, шестиподъездный, где-то 5800 квадратных метров. Значит, получается, при оплате 3,5 рублей с каждого квадратного метра, это получится 20 300 рублей в месяц. В год эти накопления составят 243 600 рублей. Ну, соответственно, за 10 лет это станет 24 миллиона 600 тысяч. На сегодняшний день можно отметить, что, допустим, ремонт КПД, который вот сейчас проводится, скажем, в том же поселке Максагалух, более-менее комплексный, потому что, к сожалению, мы еще не можем дом делать комплексно. В один год делается одно, в другой день другое, третье. Вот сейчас на сегодняшний день там более 10 миллионов. Но мы видим и понимаем, что по фундаментам это недостаточная сумма. Например, в программе сейсмоусиления, которая планируется, что будет Минстрой делать, там на ремонты фундаментов предусмотрены основательный ремонт 24 и 30 миллионов рублей только на ремонт фундамента. Мы ремонтируем дом за 10. Я думаю, что через 10 лет эта сумма может и возрастет с учетом инфляции и подойдет вот к тем суммам, о которых мы говорим, что мой дом, наш дом соберет такую сумму к такому времени. И это будет достаточной суммой. Да, станет вопрос, что дальше?
на что? На следующий период собирать деньги, еще на 25 лет? Или до конца срока программы, до 1935 года. Вот этот вопрос, он очень правильно вами поставлен. Пока, как я и повторюсь, он имеет решение только для тех, кто на спецсчетах. И, может быть, вот благодаря такому информационному освещению у людей будет понимание, что на спецсчета надо уходить и там принимать решения эти. Но законодатель, я думаю, не оставит этот вопрос нерешенным, и будет вопрос отрегулирован законодательно. На вашем сайте есть адресный перечень. В нем указаны все дома поадресно, год постройки и год ремонта, предположительно, капитального ремонта. Да? Кто определяет вот эти сроки? При формировании данной программы, во-первых, что были, из каких данных она собиралась? Первичные данные собирали в любом случае муниципалитеты. Муниципалитеты делали мониторинг, муниципалитеты определяли степень износа тех или иных конструктивов, сколько изношена крыша, сколько изношен фундамент, сколько изношен, значит, там, фасад. После того, по постановлениям правительства определены критерии, в соответствии с которыми, опираясь на эти конструктивы, выстраивается сетка. Какие конструктивы в какое время должны быть ремонтированы. Может быть, этот подход имел, так сказать, свои слабые стороны, что действительно дома стали разбиваться на несколько лет, а ведь желательно их делать более комплексно, потому что, извините, если мы сегодня сделаем крышу, а завтра будем делать фундамент, у нас крышу поведет, и она, вот, гарантийный срок у нас не выстоит. И вот тут появляется у нас в 2016 году возможность корректировки программы. И мы, надеюсь, что постараемся вот эти нюансы, которые сейчас существуют по разбивке по годам, постараться их хотя бы сблизить или конструктивы делать в том порядке, когда ремонт последующего конструктива не будет оказывать влияние на тот конструктив, который был сделан ранее. И последний вопрос. Каковы сроки гарантийного ремонта? Законодательно установлены жилищным кодексом 5 лет. Но сейчас, вот, когда мы проводим конкурсы, а мы проводим их почти еженедельно, тех участники конкурса, которые участвуют, один из критериев – это указывать гарантийный срок. И гарантийные сроки уже сегодня у нас указывают и 75 месяцев, и до 80 месяцев. То есть предприниматели сами ставят такие серьезные гарантийные сроки, и, соответственно, они их будут обеспечивать либо страховкой, либо тем, что оставляют определенный процент на нашем счету на весь гарантийный срок. Спасибо, что вы уделили внимание, Леонид Анатольевич. Всего доброго. Большое спасибо за приглашение. До свидания. Это была передача «Акцент». До встречи на портале eca.ru.